жалобой и болью. Ты называешь себя свободным. Я хочу слышать господствующую мысль твою, а не то, что ты избежал ярма. Из тех ли ты, кто имел право сбросить его? Есть и такие, что лишились последней ценности своей, отбросив покорность. Вы слышали выдержки из книги «Так говорил Заратустра». Продолжение. Не только слушателям BBC, значит, я всем скажу, референдум и положительный ответ «за» на референдум Татарстана – это путь к обновлению России.
жил на законных основаниях, прописан был. С 22 сентября по 1 октября, значит, находился в беспомощном состоянии. В Мамадышской центральной районной больнице, значит, с ожогом 1, 2, 3 степени. Когда пришел из больницы, значит, вижу жилье мое разломанное, вещи, деньги, ценности разграбленные, похищенные и украденные. Вот. Ну, значит, обращался я к председателю исполкома Каримову. Тот вызвал сотрудников милиции закрутили мне руки варварские и вышли на меня на улицу. К уголовной ответственности не привлекаются ни депутат Гайфудинов, который снес у меня жилье, ни Каримов Халим Газизович. Значит, правоохранительные органы мотивируют это тем, что якобы, значит, депутаты к уголовной ответственности привлекать нельзя, не привлекаются. Вот видите, мы здесь 2 человека, русский и татарин. Это малая доля тех, многие просто махнули рукой. Потому что добиться справедливости невозможно. Я был в обкоме профсоюзов. Юрист там Ежов, знаменитая фамилия. Был у нас на заводе, со мной даже не хочет говорить. А меня уволили 28 февраля. Черняк это, вот здесь написано, зам генерального директора ТПО «Радиоприбор» по коррупции. Я в его бригаде проработал около 7 лет. Мы только его прихоти исполняли. Когда я сказал правду, он меня выгнал. Выгнал из бригады и с работы. И справедливость я тоже нигде не могу найти. Ни у президента, ни в судах. Суверенная республика Татарстан занимает 1-е место в мире по коррупции. У меня в семье, значит, в нашей семье 5 братьев. Один женатый на чувашке, другой женатый на марийке. Я, конечно, кстати, женатый был на русской, но не смог жить. Вот это, значит, правительство Татарстана ведет политику межнациональной рознь. Значит, и, ну, как говорится, хочет народы между собой поссорить, межнациональную рознь сделать, и все. Я считаю так, что нациям народа нельзя спорить. И жить нужно в мире и в дружбе.